Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Икшара. Сегодня в программе. Аслан Бжани осмотрел вооружение и военную технику Минобороны. Студия керамики «Рама» выходит на новый уровень. Помимо мастер-классов, планирует начать производство керамической посуды. Аслан Бжани осмотрел вооружение и военную технику Минобороны. Президенту были представлены образцы вооружения, военной и специальной техники, базы хранения артиллерийского и бронетанкового вооружения. Репортаж Заура Кварча. Образцы вооружения, военная и специальная техника, а также новые методы их применения, основанные на опыте последних вооруженных конфликтов, были представлены в ходе смотра главнокомандующему вооруженными силами Абхазии Аслану Бжани. Представленная техника особенно важна, так как позволяет адаптировать тактику и стратегию различных родов войск к актуальным вызовам. Смирно! Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия. Указанная категория офицеров к проведению смотра вооружения военной техники готова. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Авицба. Вольно! Вольно! Машины укомплектованы, готовы к применению. Товарищ главнокомандующий, командир минометной батареи М-120 майор Рыба. Представлены 24 единицы 120-миллиметровых минометов. Из них 4 единицы учебно-боевые, остальные боевые на хранении находятся. Все минометы исправленные, готовы к применению. Здесь также машины материально-технического обеспечения по автомобильной службе, там машина по ракетно-артиллерийскому вооружению и вот по технике. Также машины укомплектованы всем необходимым. Современное оснащение армии имеет решающее значение для обеспечения безопасности страны. В условиях быстро меняющегося мира и новых угроз армия должна быть готова к выполнению задач различного характера. У нас представлены все варианты, начиная от 5-дюймовых учебных, кончая 9-дюймовых ударных. На этих ребята учатся летать, сбрасывать, достигать целей. А здесь уже более серьезные модели с возможностью летать на 5-6 километров, сбрасывать различные грузы уже под наше усмотрение. В принципе, любые до 2 килограмм. И, соответственно, на выбор по случаю мы используем производство наше, да, чертежи наши, настройки наши, таких настроек не используются в России. У нас используется более дружелюбная система управления. Мы можем научить больше и быстрее наших ребят ими пользоваться. Главнокомандующему также была представлена информация о ситуации на базах хранения вооружения, их техническом состоянии и готовности к эксплуатации. 2-й батальон. Чемчирский? Да, Чемчирский батальон. Вот, представлен ДМС, опять они все покрашены. Так, группа сколько там рабочая? Там всего 23 единицы, из них 12. В смотре приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Абисалом Кварча, заместители министра обороны, члены правительства, депутаты парламента. По итогам осмотра военной и специальной техники главнокомандующий дал ряд поручений, касающихся повышения боевого потенциала вооруженных сил республики. Заур Кварча, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Сергей Шамбов встретился с депутатом Госдумы России Анастасией Удальцовой. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам абхазо-российского взаимодействия и сотрудничества. Анастасия Удальцова прибыла в Абхазию на празднование 31-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии, а также для участия в шамбовских чтениях, которые пройдут в Абхазском государственном университете. Во встрече также участвовал начальник консульского департамента МИД Лаша Авицба. Благодаря государственной краткосрочной целевой программе поддержки малого и среднего предпринимательства студия керамики «Рама» выходит на новый уровень. Здесь расширяют спектр предоставляемых услуг. Помимо мастер-классов планируют начать производство керамической посуды. Все подробности в материале Лауры Капш.
В мире искусства есть особое направление, которое позволяет каждому ощутить себя настоящим творцом. Гончарный круг, качественный материал, немного воды, фартук и, конечно, умелые руки – обязательные условия для создания будущего шедевра из глины. Гончарное ремесло – одна из древнейших и интереснейших профессий. Если ранее им могли заниматься только мастера, то теперь работа с глиной доступна каждому. Любой человек может создавать свои изделия, получая при этом положительный энергетический заряд. Гончарное ремесло объединило двух девушек, которые в последующем смогли основать свое дело. Год назад Сария Адзенба и Яна Туркия открыли в Сухуми гончарную студию. Одна по профессии юрист, другая переводчица. Однако сегодня они настоящие творцы. Мы с Яной пытались занять чем-то свой досуг в период пандемии и случайным образом попали на мастер-класс по лепке. Влюбились в работу с глиной с первого прикосновения и как-то параллельно стали заниматься уже постоянно. И появилась идея создания такого пространства в Абхазии. Я проходила здесь курс у Даура Гумба в студии «Артель». Трехмесячный курс по гончарному ремеслу. Вот. Затем я переехала в Москву, там уже пошла на работу в «Колокол». Это гончарная студия, в которой уже Яна на тот момент работала администратором и мастером. Вот. И там уже тоже нарабатывала навык, проводила мастер-классы. Вот. То есть мы изнутри с Яной поняли, как работает вся эта сфера, как можно организовать работу в целом, как организовать отношения между работниками и так далее, наладить все процессы. Вот. И когда мы уже поняли, что мы готовы к тому, чтобы начать что-то свое, мы переехали в Абхазию и уже стали здесь искать какие-то способы реализации нашего проекта. Зимой прошлого года молодые предпринимательницы нашли помещение в центре Сухума. Собственными силами сделали ремонт, закупили оборудование и материалы. И уже 1 июня 2023 года студия открыла свои двери для посетителей. Изначально они сосредоточились на мастер-классах, и это стало их первым шагом в бизнесе. Мастер-классы быстро приобрели популярность, люди проявляли большой интерес. И тогда мы поняли, что пора двигаться дальше, рассказывает Яна Туркия. Поэтому девушки решили начать производство керамической продукции. Потом, в связи с расширением штата сотрудников и с увеличением потока людей, мы поняли, что нам нужно больше оборудования. И вот узнали как раз о программе поддержки малого и среднего бизнеса и вот подали заявку. Да, мы получили грант, общая сумма была 375 тысяч рублей. Вот, 80% это субсидия была и 20% наши собственные средства. На эти деньги мы купили печь, мы купили гончарный круг, мы купили раскатчик и мы купили экструдер. Таким образом, оборудование для проведения мастер-классов уже давно используется в работе. Также в пути покрасочная камера и печь большего объема, чтобы производить различные изделия. Одним словом, студия переходит к следующему этапу – к серийному изготовлению сувениров и посуды. Мы сейчас работаем на производство сувенирной коллекции. То есть то оборудование, которое у нас есть, оно по объему нам позволяет тиражировать сувенирку, потому что она маленькая. Вот. Для производства посуды нам как раз-таки нужно было оборудование побольше и помощнее, вот, что мы, собственно, и закупили. Стоит отметить, что студия уже производит магниты, сувенирные формы с репродукциями абхазских художников. Магниты, которые покрыты глазурями, есть магниты, которые не покрыты ничем, они такие шершавые. Вот. Дальше у нас литье. Это вот две формы, которые они у нас в разработке. Сейчас мы ищем подходящие материалы. Первое – это вот наши часы городские. Вот. И второе – это фонари на набережной. Вот. И третья наша разработка – это вот такие вот таблички с репродукциями Александра Чачпы. Открытие собственного магазина – следующий шаг в развитии. Продукцию можно будет приобрести как в самой студии, так и на различных интернет-площадках. Мы сейчас не занимаемся продвижением именно нашей продукции, потому что она до сих пор находится в разработке. Вот. Но даже на вот какие-то образцы или вот на наши первые изделия спрос есть. То есть вот, например, последняя табличка Чачпа осталась, хотя их было штук 10-15.
Также планируют дальнейшее расширение команды. Когда мы начинали, нас было 2. Сейчас нас в команде уже 5 получается. Вот. И благодаря производству еще планируем человек 3, наверное, нанять технолога, еще одного глазуровщика и литейщика. У нас есть затруднения с поисками кадров, потому что, во-первых, гончар не очень популярная профессия в Абхазии. И человек, который нужен на производство, технолог, здесь их вообще, по-моему, нет. Те мастера, которые есть у нас сейчас в студии, это и мастера, которых мы обучили. Поэтому мы планируем поехать в Россию, в Самару, обучиться там на профессию технолога и найти кого-нибудь здесь, обучить также и нанять на работу. Девушки с удовольствием провели нам экскурсию, показали и рассказали про процесс изготовления продукции, а также открыли секрет отличия их работы от абхазской глины. Чем наша посуда отличается от абхазской глиняной посуды? Абхазская глиняная посуда, она производится на основе местной глины. Это низкотемпературная глина. Мы используем глину, которую мы закупаем в России, в Челябинске. Нам привозят. Она высокотемпературная, она подходит для изготовления посуды. Высококачественной, высокотемпературной посуды. Вот. Также мы используем и глазури высокотемпературной. И, в принципе, они по цвету тоже также отличаются. История студии «Рама» – это пример того, как при поддержке государства мечты и упорства могут превратиться в успешный бизнес. Данная программа помогла нам реализовать наши идеи, масштабировать их. И мы, конечно же, хотим поблагодарить Министерство экономики, президента за такую возможность и за то, что они помогают молодым людям. Нашей съемочной группе удалось застать процесс изготовления будущей кружки. Гончарный процесс состоит из нескольких этапов. Сначала мы должны хорошенько приклеить комочек к кругу, затем включаем круг, смачиваем руки, находим удобное положение, такое, чтобы руки нашли какую-то опору. Я опираюсь себе в ноги. Затем нужно хорошенько комочек перемять. Что это значит? Это нужно выгнать пузырьки воздуха, которыми сейчас наполнен наш комочек. Для этого мы надавливаем на глину с 2 сторон и такими надавливающими движениями поднимаемся наверх, чтобы у нас вместе с нами рос наш комочек. Вот так за 5 минут можно сделать изделие, которое в течение месяца пройдет сушку, обжиг и глазуровку. Государственная краткосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Абхазии действует с 2022 года. За это время было удовлетворено 294 заявки предпринимателей на общую сумму 200 миллионов рублей. Лаура Капш, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. 2 российских туристов, застрявших на Иверской горе в Новом Афоне, спасли сотрудники МЧС Абхазии вечером 30 сентября. Как сообщила служба МЧС, туристы пытались подняться к крепости Анакапия в Новом Афоне по крутому склону со стороны села Анхуа и застряли в густых зарослях. На место выехали спасатели, которые с помощью специального снаряжения вытянули россиян из зарослей на гору. 15 нетрезвых водителей выявлены сотрудниками ГАИ в ходе очередного спецрейда 30 сентября. 2 из нарушителей управляли транспортом в состоянии наркотического опьянения. 1 человек отказался от медосвидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Кансузян Арам Валерьевич, 1993 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении без водительского удостоверения. Агарба Адгур Владимирович, 1982 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Терзян Карнел Русланович, 1997 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Степанов Андрей Иванович, 1970 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ахлупин Евгений Сергеевич, 1998 года рождения, житель Свердловской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Богатырчан Карлен Мукучевич, 1955 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Саманджа Руслан Нурбеевич, 1995 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Демирчан Роберт Хачикович, 2003 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Санникова Анна Владимировна, 1976 года рождения, жительница Свердловской области, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Щербаков Александр Андреевич, 2000 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Винокуров Дмитрий Леонидович, 1996 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Зухбаляс Борисович, 1991 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Какали Владимир Шаликович, 1964 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джумаев Шаукат Ауликлюевич, 1975 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чичуа Лаврентий Несторович, 1988 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Фестиваль Хибла Герзмава приглашает. Впервые за свою многолетнюю историю приедет в Китай. Фестиваль стартовал в июле в Абхазии. Затем фестиваль продолжился в Москве, в Нью-Йорке, в Вене. В Китае концерты пройдут в 3 городах 2, 3 и 5 ноября. Как рассказала Хибла Герзмава информагентству ТАСС, будет один сольный концерт в Пекине. В 2 других участвуют лауреаты международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хибла Герзмава Ливей Хоу и Жаргал Царен Дагбаева. 2 октября в Абхазской государственной филармонии состоится гала-концерт 10-го международного фестиваля вокалистов «Дружба без границ». В концерте примут участие лауреаты многих международных конкурсов, народные и заслуженные артисты эстрады Республик Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. Также в программе «Зажигательные танцы народов Кавказа» в исполнении юношеских коллективов в Абхазии. Начало в 19 часов. Весь кассовый сбор от концерта будет зачислен в фонд восстановления Национальной картинной галереи. И в завершении выпуска о погоде. В среду 2 октября облачно, дождь разной интенсивности, гроза, местами в предгорных районах возможен дождь с градом. Температура воздуха ночью 12-17, днем 14-19 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.